Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на этом видео я расскажу вам про все пути и способы поступления в Турцию в 2021 году. Барлығына сәлем, бұл видеода сіздердің маған инстаграмнан келген сұрақтарыңызға жауап бере отырып, Түркияға 2021 жылы түсудің барлық жолдары туралы айтып беремін. В своем инстаграме я вас попросила задать вопросы, касаемо не только программы Туркия бурслары, а также поступления самостоятельно и на платную основу. Итак, я отсортировала вопросы и сейчас буду отвечать по порядку. Сначала начнем отвечать на вопросы по Туркия бурслары, а потом рассмотрим и другие варианты. Поехали! Итак, первый вопрос. Что посоветуете ученикам 10 класса для поступления через Туркия бурслары? Вам осталось еще почти 2 года, 1,5-2 года до поступления, до подачи заявки. Я вам советую в первую очередь поднять свой GPA, потому что вы знаете, требования по Туркия бурслары это не ниже 70%, то есть поднять свою среднюю оценку, собирать всевозможные достижения, грамоты и сертификаты, постарайтесь сдать IELTS, TOEFL, все возможные международные экзамены, и поэтому собираем всевозможные сертификаты, достижения, поднимаем свой балл, и все. Түркия бурслары магистратураға бакалавриаттағы мамандық бойынша ғана түсуге бола ма? Түркия бурсларында бакалавриатта қай мамандықта оқысаңыз, магистратураға сол мамандық бойынша ғана түсе аласыз, себебі система автоматты түрде сіздің мамандығыңызға байланысты басқа мамандықтарды шығаратын болады, және сол бойынша ғана тапсыра аласыз. Басқа мамандықты таңдау мүмкіндігі болмайды. Как можно без сертификатов IELTS, TOEFL поступить на магистратуру в Стамбул? На магистратуру и докторантуру, конечно, желательно, чтобы у вас был IELTS сертификат, но если вы хотите поступить без, то при подаче заявки выбирайте университеты без требований IELTS. То есть, когда вы выбираете университеты, смотрите внизу требования, там не должно быть написано IELTS, минимум 5,5 или что-то в этом роде. Но если вы хотите поступить в Стамбул, а в Стамбуле очень мало таких университетов, и вообще по программе Туркия бурслары самые лучшие университеты, они в основном с требованиями. Бакалавр қай универ, қандай мамандыққа түстіңіз? Бакалаврда Абылайхан атындағы Казу мойымя 2 шет тілін бітірдім, және де менің факультетім педагогикалық факультет болғандықтан, ол жерде педагогика жоқ, ол жерде педагогиканы образовательные науки деп атайды, яғни эйтим білімлері. Мен ол жақта эйтим программалары ве öğretim, яғни образовательные программы и обучение деген мамандыққа түстім. В какой университет вы поступили и какие советуете? Я поступила в университет города Кони, Неджметин Эрбакан университет. Вообще я советую поступать и выбирать более маленькие города, потому что так как все подают в Стамбул, в Анталию, в Анкару или Измир, туда, соответственно, потока студентов, подающих заявку, очень много, выбирают меньше людей, и вы остаетесь без гранта. Это качество знаний от этого не меняется, также большая вероятность поступления. Можно ли поехать в другую страну через Туркия бурслары, через программу университета? Да, уже с прошлого года или уже как 2 года Туркия бурслары разрешает нам участвовать в конкурсах, в программах по обмену университетов или участвовать в программе Erasmus. То есть раньше было так, если вы поступили по Туркия бурслары, вы не могли ездить по Erasmus или участвовать в программах по обмену и так далее. А сейчас уже Туркия бурслары разрешает, но в период участия в программе, например, в Erasmus, приостанавливаете свой бурс по Туркия бурслары и едете учиться. По приезду вы дальше продолжаете обучение и вашу стипендию возвращают. Вы можете посоветовать музыкальные консерватории? Да, насчет консерватории, их по Туркия бурслары до прошлого года их не было, и даже в прошлом году было очень мало. Если вы хотите подать в консерваторию именно по Туркия бурслары, в прошлом году в списке был Анкара университет Девлет консерваторы. Он довольно новый, поэтому туда, думаю, легче попасть, так как набор только идет с прошлого года. Если вы будете подавать в этом году, имейте в виду и посмотрите в списке Анкаринский консерваторы. Итак,
Очень много вопросов по поводу отдельных специальностей. Сейчас я вам хочу показать способ, как посмотреть, имеется ли ваша специальность по Türkiye Bursları и какие требования разных университетов. Поэтому сначала мы заходим в официальный сайт Türkiye Bursları, turkiyebursları.gov.tr. Спускаемся вниз, и здесь написано Program Search, поиск программы, Select Education Field. Сюда мы пишем свою специальность, допустим, Biology, биология, и также мы выбираем уровень образования, бакалавр, магистратура или PhD. Посмотрим на программы бакалавра, нажимаем на Search, и тут программа выдает 38 программ. Первое это Biology, первое это биология в Чукурово университете, Чукурово это Адонинский университет, и Special Conditions это, то есть специальные требования по этому университету. Being a high school graduate обозначает, что все выпускники 11 класса могут подавать. Дальше молекулярная биология и генетика на английском в Koç университете. Требования здесь SAT, TOEFL, IBT, также выпускник High School. Как видите, здесь вы можете посмотреть дальше Измир, Сакария. Как вы видите, в маленькие города требований чуть поменьше или их вообще нет, поэтому учите этот факт. Дальше давайте отвечать на вопросы. Мотивационный хатқа не жаздыңыз, ең бастысы не жазса болады. По вопросам мотивационного письма и краткого содержания дипломной работы перейдите на мое видео мотивационное письмо вот здесь. Там я подробнее все объяснила, как написала я сама и как должно быть написано. Документ тапсыру день. Итак, сбор документов уже начинается в январе, с 20 января по 20 февраля каждый год. Я советую собрать все документы и начать заполнение заявки уже сейчас, потому что во время подачи заявок вы можете просто не успеть или сайт будет зависать, поэтому начинайте все заранее. Итак, вторая часть. А если не поступил по программе Türkiye Bursları на грант, какие еще варианты есть? Если вы не поступили по Türkiye Bursları на грант, еще есть два варианта, целых два варианта. Первый вариант это поступление по аттестату. Это поступление самостоятельно. При поступлении самостоятельно вам нужно будет сдать экзамен YOS, это Yabancı Öğrenci Sınavı, экзамен иностранного студента. В этот экзамен входят вопросы по математике и геометрии на турецком, плюс турецкий язык. Этот экзамен проводит каждый университет самостоятельно, поэтому надо следить за датами проведения YOS. Допустим, если вы хотите в Ege университете Измир, вам нужно будет сдать YOS этого университета. Вы смотрите на сайте Ege университета и записываетесь на YOS этого же университета. Затем, по результатам вашего экзамена, вас будут отбирать ваши специальности. YOS экзамен это для тех, кто подает на бакалавриат, а для тех, кто самостоятельно хочет подать на магистратуру или докторантуру, надо будет сдать экзамен ALES. И второй способ это поступление на платную основу, оплачивая в год от $100. То есть в Турции грантов очень мало, но несмотря на это, очень доступное образование, вы можете обучаться в университете Турции, оплачивая в год от $50-100 в год. Компания Educatur предлагает множество университетов, в которые вы можете поступить только с аттестатом и без каких-либо требований. Без вступительных экзаменов, без ЕНТ, без YOS, без ALES и так далее, только со средним баллом аттестата. Магистратура жайлы қалай түсуге болады, толық ақпарат берсеңіз платно. Я магистратураға да Educatur арқылы ақылы оқуға түсе аласыз. Магистратурада бакалаврға қарағанда кішкене қымбат болуы мүмкін, бірақ та көп емес. Жылына небәрі 150-200 мың төлеп оқи аласыз. Educatur компаниясымен түсе аласыздар. Медицинаға ақылы түсуге бола ма? Медицинаға ақылы түсуге болғанымен медицина өте қымбат. Яғни басқа мамандықтарға қарағанда қымбаттау, және де медицина ешқандай емтихансыз қабылдау деген жоқ. Ақылы болғанмен де кейбір емтихандарды талап етеді. Себебі Түркиядағы ең қиын мамандықтардың бірі ол медицина. Какие города недалеко от Стамбула для
бакалавриата. Советую города как Сакария, Коджейли. Они расположены недалеко от Стамбула, даже можно сказать очень близко, потому что с Сакарии или с Коджейли до Стамбула всего лишь 20-30 минут и всего лишь одна остановка. Также университет Карабюк, который расположен в 400 километрах от Стамбула. Расскажите про курсы турецкого языка для иностранных в Турции. И обучение онлайн идет на данный момент. Если вы хотите поступить в Турцию самостоятельно, то сначала год вам надо будет отучиться на курсах для иностранных. Также при поступлении на платную основу первый год является обучением Foundation по турецкому языку в Томере, и только после этого через год вы поступаете на первый курс. Сейчас у них обучение идет не онлайн. Наши студенты, которые поступили в этом году, сейчас обучаются в офлайн режиме. И проживание, конечно же, интересует. При самостоятельном поступлении или в поступлении на платную основу вы, конечно, можете так же, как в Турке-Бурслары, жить в государственном общежитии. Также вы с легкостью можете проживать в частных юртах. Для этого достаточно всего лишь предоставить справку с университета или с Томера, что вы являетесь студентом у них. Друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, мое видео было полезным. Подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм. И удачи вам при поступлении!